Музей естественной истории пополнился новым экспонатом – метеорит, который ласково называют моськой. Для истории он интересен тем, что это один из самых крупнейших метеоритов Европы и в то же время один из самых старых метеоритов. Возраст его падения насчитывает более миллиона лет назад. То есть ледник за вот это все время растащил обломки метеорита практически по всей Швеции. Найден он в 2005 году, причем найден он сотрудниками частного музея. Это музей истории мироздания в городе Дедовске, это под Москвой. Они получили официальное разрешение в 2005 году и занялись поисками этого метеорита. Им удалось найти самый крупный кусок от этого метеорита, 1800 килограмм, то есть почти 2 тонны. Но по условиям соглашения, естественно, этот образец остался в Швеции, то есть в Европе. А метеорит имеет очень долгую историю. Впервые он был найден в 1906 году и сейчас уже насчитывает более 5 тонн общего веса. Интересен он тем, что он имеет на своей поверхности рельефную структуру, которая показывает его внутреннее строение. Считается, что железные метеориты дают и могут дать информацию о самых ранних этапах развития нашей Вселенной вообще. То есть они считаются по своим возрастам сравнимы с образованием Земли, то есть 4,5 миллиарда лет, или вообще с самых первых минут Большого взрыва, то есть когда стало уже образовываться вещество, и вот это вещество было раскаленное, оно стало застывать, потому что вид Марштеттовой фигуры образуется при очень быстром охлаждении сплава, и поэтому они вот кристаллизуются, образуют такие странные рисунки. Сложно бывает сказать, откуда он прилетел. Возможно, у нас есть облако аорты, так называемое, метеоритное. Но, по крайней мере, оттуда, возможно, такая же ситуация. Выбиваются метеориты, которые сталкиваются, притягиваются, от столкновения разлетаются в разные стороны. И какие-то метеориты могут быть по траектории направлены в сторону нашей планеты. Хорошо, что этот ценный для науки метеорит был найден, и теперь у вас есть возможность увидеть его в Музее естественной истории Казанского Кремля. Виктория Локтионова, Лилия Калимуллина, телеканал ЮТВ.